Этот год для меня действительно особенный. Я отмечаю 3 своих юбилея. 45 лет со дня своего рождения, 20 лет на сцене Татарской государственной филармонии. И вот уже 10 лет я возглавляю в качестве художественного руководителя филармонический музыкально-литературный лекторий. В связи с этим я очень рад, что состоялось очень важное и большое событие в моей творческой жизни. Это сольный концерт в Москве. Я в первую очередь благодарен, конечно, своим родителям, педагогам, которые сделали все, чтобы сегодня я был на сцене вместе со своим любимым зрителем. Благодарю Татарский культурный центр за то, что предоставили нам такую возможность встретиться с зрителем в этом прекрасном зале в Москве. Для любителей искусства, для любителей профессиональной песни был в Москве праздник. Концерт был благотворительный. Это Владимир Васильев. Ему 45 лет. У него такой обширный репертуар. Он прекрасно поет песни без акцента на татарском языке. Он с душой с такой поет песни на русском языке. Уникальный репертуар. К сожалению, приезд Владимира Васильева совпал с постом православным, еще с параллельными 2 татарскими концертами, но, несмотря на это, публика, которая была у него на концерте, она просто, конечно, очарована им. Мы находимся в доме Асадулаева в Татарском культурном центре на концерте яркого представителя православных татар Кряшин Владимира Васильева. Мы в начале пути, пока народу немного, начало концерта. Сейчас было исполнение глинки, веселится и ликует православный наш народ, что так здорово отражает настроение православных татар. Сегодня будет еще одно событие, это молебен на татарском и славянском языке, посвященный сакафистам мученику Авраамия Болгарского. Этого святого Авраамия Болгарского и Феодора Болгарского особенно чтят татары и русский народ Татарстана. Эти святые болгарские. И сегодня пройдет молебен с акафистом мученику Авраамию Болгарскому. Мы после концерта должны этот молебен посетить, и члены нашей общины будут на татарском читать отрывки из Евангелия на татарском языке. Я родился кряшином, мне так сказали мои родители. Я эту традицию, как я это принял, каким я родился кряшином, такую традицию передаю своим детям. Я сам историческое образование имею, изучал свой род, свою семью. Я написал книгу «Моя семья». В ней написано о моей родословной, где я собрал около 5000 родственников. Это кряшины, которые проживали в Заинском районе, в деревне Поповка, Средний Багряж, Сарсаз Багряж, Верхний Багряж, Светлое озеро и другие деревни. Как вы знаете, в Татарстане есть несколько районов, где кряшины проживают довольно кучно. Так сложилось исторически. Так вот, я что хочу сказать. На сегодняшний день я горжусь тем, что традиция и культура кряшин сохраняется. В этом отношении Иван Михайлович Егоров, председатель кряшинской организации в Татарстане, ведет очень большую работу. Все мы в той или иной мере, конечно, поддерживаем друг друга, поддерживаем свои традиции и надеемся, что эта общность сохранится и впредь. Мы ждем его еще приезда, ждем его будущих концертов. Нам кажется, что главную песню Владимир Васильев еще не спел. Мы ее ждем. Я поздравляю всех с окончанием Великого Поста. Месихтар Лептарган, Чинлаптар Лептарган. Мы уже приближаемся к Страстной Седмице и к самому великому празднику Пасхи. Звучит романс Михаила Глинки «Попутная песня». На сцене Владимир Васильев. Чисто поле,
Сейчас прозвучит песня на татарском языке «Суабыйшан. Детство мое». Кряшин будет исполнять кряшинские песни. Конечно, я должен исполнять песни своего народа. Вы знаете прекрасно, что есть такие праздники, которые отмечаются у каждого
народа. И вот у кряшен есть праздник Петра, он называется, Петров день. Он проводится в июле. Сейчас в Татарстане несколько таких деревень есть, где, ну, так скажем, в Татарстане они очень известны. Из Москвы к нам приезжают гости из разных регионов и вместе с нами отмечают вот этот праздник. И одна из кряшенских песен, которые я хочу для вас сегодня спеть, она называется «Каваль Аволокия», песни деревни Кавали.
романс Рустема Яхина «Зерланмаган адыбызның жыр, не спета еще наша песня».